общем, мы выехали из города. И куда мы приехали? Мы приехали на 33-й километр Покровского тракта. Покровского тракта. То есть сейчас здесь выйдем на протоку, по которой Каландарашвили в 2000? Извиняюсь, в 1922 году направлялся в Якутск. Вот он ночевал в Чухтюре, переночевал, и 5 марта рано утром, где-то часов 5-6, он выехал в Чухтюра. И пошли они по этой протоке на город Якутск. И не дошли. Шли с обозом. Ну, это потом позже я расскажу. С обозом, 2 штаба у них была, артиллерия даже была. И они пошли по этой протоке в 5 утра. Окей. Что тут происходит? Мы приехали вон оттуда вот. Ехали на автобусе, напишу внизу. Ехали где-то минут 40, наверное. Рейсовые автобусы, они ходят не каждый час, а по расписанию. Все, мы идем, тут такая дорога. Сказали, что вроде как дорога здесь есть, и тропу мы как бы видим. Но тут скользко. Зато тепло. Идем вот по таким сугробам. Туда должны пройти и выйти на протоку. Дорога, конечно, жесть. Не тяжело, но идти неудобно. Я думала, я сделаю это позже, передам отдельный пламенный привет Никифору Кимовичу. Но, видимо, буду делать сейчас, потому что тут нет дороги. И мы сейчас, видимо, пойдем обратно. Привет, Никифор Кимович. И кто? Юрий? И Юрий. Вам тоже спасибо большое. Фролов. Не пошел. Который нас отправил непонятно куда. И вот так мы проверяем, можно ли подняться наверх, если там дорога. Или мы попремся обратно. Пришли с двух сторон. Здесь, на протоке, 6 марта 22 года героической смертью погибли от рук белобандитов Нестор Александрович Каландарашвили и 46 сотрудников и бойцов штаба. Ой-ой-ой. Так, одну секунду. Вот, короче, вот это вот сугробы такие. Ага. Все. Я больше не пойду. Восстановлена силами коммунистов, комсомольцев и грузинской общины в июле 2006 года. Дань памяти. С Иркутска дошли без разведки. С января. С Иркутска они ушли в январе сюда. На помощь повстанцам. В 22 году в январе они вышли из Иркутска. Они Да. за 2 месяца дошли до Якутска. Да, Угу. до Чухтюра. Было их где-то порядка 150 подвод, а людей где-то порядка 100 человек. Здесь устроили засаду под командованием офицера. Николаев был офицер. Их встретили. Тоже сначала говорили 300 человек, потом выяснилось, где-то человек 100-130 было в засаде. Первые 2 подводы они пропустили, а остальных обстреляли. Нестор Александрович ехал в крытой повозке с девушкой. Там была невеста еврея Светима. Она жива осталась, а его по одним данным он выскакивал, убили, по вторым данным прям в повозке убили сразу. Ноги мокрые? Да? Да? Сделали привал. Сейчас будем пить чай, кофе. Тепло на улице. Кофе.
указатель о том, что это частная территория. А мы пришли вот мы по этой пришли по протоке. ручью. Да, по этому ручью. Указатель не видели. Вот такие вот дела. Вот мои следы. Как я пришла. Блин, ну, наверное, я думаю, сейчас все-таки поеду в город. Время уже 3 часа. Вот там вот лошади. Мы идем обратно на остановку ехать в город. Господи, блин. У меня спина мокрая, ноги мокрые. Главное не заболеть. Да, и вот здесь вот мы свернули, а вернулись отсюда. В общем, мы сейчас решили подойти хотя бы к Серге. Я говорила, кстати, в прошлый раз, что когда мы ездили в музей, в Салданский улус, в прошлом видео, или я не говорила этого. В общем, мы там видели очень много таких вот старых серге, навязи, и я их не снимала. Поэтому сейчас я решила обязательно подойти, несмотря на такие сугробы. Ну, идем. Если я буду по этим материться, придется это все вырезать. А нет, нормально. В общем, вот там стоит тоже режиссер-оператор, снимает для одноклассников. Вы на одноклассниках же, да? Да. Вот, я буду звездой на одноклассниках, а он будет звездой на ютубе. У меня. Так. Вот такой вот Серге Коновязь. Вон там вот изображение лошадей. Ну все, мы вернулись к цивилизации. Сейчас пойдем по трассе ловить автобус. Ну что, как ваши ощущения? Прекрасно. Или вы недовольны тем, что мы не дошли? Да нет. Нормально все? Нет, нормально все. Получил эмоций кучу положительных, так что прекрасно. Но еще вернемся сюда. Без меня, без меня. Я только хотел сказать, по Юле остается уговорить. Я не пойду сюда больше. Мы шли по дороге, и остановилась машина санитарка. Нас посадили и везут в город. Потому что мы бы еще шли бы километров 5, наверное, до остановки. А кто такой Карандашвили? Это анархист. Во-первых, анархист, а во-вторых, он уголовник. Он никогда не был ни коммунистом, ни в сторону советской власти. Он сюда приехал подавить якобы восстание, чтобы забрать там накопившуюся пушнину. Вот. Его самого подавили. Вот наши земляки, там англасы, чехтюрцы и остальные там, как сказать, красные, с учетом того, что если он доберется до Якутска, там еще будет Строт, Байкалов, вот. Ну, объединившие, они, как сказать, там, разумеется, быстро восстановили это дело. И решили ее, как сказать, сделать засаду.